Крым вошел в 16 век, оставив в прошлом великого хана Менгли-Гирея. Теперь главный вопрос заключался в том, кто же займет крымский престол. Ведь от этого зависело будущее крымского ханства. С приходом нового правителя крымское ханство ожидали большие перемены. Сегодня мы с вами переходим к трагическим страницам в истории Крымского полуострова и выясним, какие события стали тому причиной. Крымский хан был дальновидным политиком. Он прекрасно осознавал, что Москва не согласится с существующим положением вещей. Именно поэтому Мехмед заключает союз с Польшей, чтобы отвести пристальный взгляд Москвы от Казани и Крыма. Затем он готовит порту к возможным столкновениям Крыма и Москвы. И уже летом 1521 года на Москву одновременно двинулись две армии – крымская и казанская. Василий III не успел подготовить к обороне ни дальние подступы к Москве, ни сам город. Он бежал из столицы еще до прихода к ней крымско-татарского противника и остановился аж у Волоколамска. Имперский посол в Москве писал, что приближение татар привело их в такой ужас, что, побросав пушки на улицах, они позабыли даже о защите стен. И если бы тогда сотня вражеских всадников напала на город, она смогла бы без всякого сопротивления сжечь его до основания. Но взятие Москвы не входило в планы Мехмед-Гирея, который стремился лишь устрашить Василия III. Поэтому, приняв богатые дары, он пошел на предложенные князем мирные переговоры. Василий III подписал грамоту и обязался быть вечным данником хана. Хан обязал Московию выплатить выкуп, чтобы как-то оправдать военные расходы. Но тут внезапно татарские войска спешно отправились домой. Причиной этого внезапного отхода было нападение на Крым ордынцев Хаджи-Тархана. Воспользовавшись беззащитностью Крыма, они успели увезти с собой огромное количество скота и массу пленных. Это внезапное нападение окончательно убедило Мехмеда-Гирея в том, что нужно было покончить с ордынской угрозой. И в 1522 году вместе с беем Малой Ногайской Орды был совершен совместный поход на Хаджи-Тархан. Он закончился полной победой крымского хана. Хан Хаджи-Тарханской Орды бежал, а вместо него был поставлен ставленник Мехмеда. В этот момент Мехмед оказался как никогда близок к своей заветной мечте – объединению трех государств под одним гербом. Такое укрепление крымского хана не устраивало многих. Но больше всех были недовольны беи Малой Орды. Они хотели избавиться от крымского покровительства. Ногайцы решили одним ударом покончить с этим положением. Оба гирея, Мехмед и Бахадыр, старший сын Мехмеда, приглашенные на ужин в шатер Мамай-бея, были там предательски убиты. Сразу после этого ногайцы ночью вырезали крымских конников. Примерно 3000 человек. Тысячи крымских воинов, ошеломленные смертью главнокомандующего, беспорядочно отступали
разбегаясь маленькими группами по степи. Но стоял март, и на Дону уже начался ледоход. Теперь реку надо было переплывать. Беглецы бросались в воду, надеясь добраться до западного берега. Некоторым повезло, но для многих Дон стал могилой. Уцелевшие воины направились в Крым, но их преследовали нагайцы. Остановить на перекопе их не удалось, и Крым был обречен на разграбление. Кочевники ворвались в Крым. В то же время с кавказской стороны крымские владения разоряли и жгли казаки под руководством атамана Евстафия Дашкевича. Ислам Гирей, второй по старшинству сын Мехмеда Гирея, при обороне Перекопа попал в плен. Теперь 19-летний Гази Гирей, его младший брат, пытался организовать сопротивление, но без войска это оказалось сложной задачей. Казаки и кочевники в течение месяца опустошали крымские города и села. Это было великое разорение, пожалуй, одно из самых жестоких, которое когда-либо довелось пережить крымцам. В его пламени погибло почти все татарское население степи и предгорий. Именно они приняли основной удар завоевателей. Многие тысячи крымских татар стали пленниками воинов Мамай-бея. В Крыму произошла трагическая селекция этноса, в результате которой погибло или было насильственно вывезено большинство степняков. Лишь аборигенное население, таты, спаслись в родных горах. Вот так, в один момент, Великая Победа сменилась ужасающим разгромом, равного которому полуостров не переживал уже давно. А за периодом могущества Крыма последовал период ослабления.